В эфире новости расскажем о главных событиях к этому часу. В студии ведущий Василий Радченко. Здравствуйте. Более полусотни новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Шашлыков в эти праздники не будет. В Якутии усилят рейды по лесным зонам. Знамя Победы, проехавшее за год всю республику, водрузили сегодня в Якутске, без торжественных и массовых почестей. Более полусотни новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Такую информацию озвучил глава СН Николаев в ходе ежедневного брифинга об эпидобстановке в регионе. Из 52 43 случая выявлены в Якутске. Более 30 из них – это студенты СВФУ. На сегодня все анализы обработаны, студенты были вовремя изолированы. В связи с этим глава выразил уверенность, что этот очаг далее не получит большого распространения. Также больные COVID-19 выявлены в Нерюнгринском, Алданском, Хангаласском и Медино-Кангаласском районах. Это контактные случаи, в том числе по офтальмологической больнице. Продолжаются работы по выявлению людей, связанных с этой больницей. Она будет продолжаться. Поручение дано всем районам. До конца эту работу довести. Мы тоже надеемся, что в течение ближайших буквально дней эта работа должна быть завершена. Служебная проверка, как я уже говорил, она закончена. Сейчас идет уже о персональной ответственности и руководителей, и конкретно тех руководителей отделений уже внутри больницы, которые принимали те или иные решения. Также глава рассказал, что с Чаиндинского месторождения продолжается вывоз вахтовиков. На сегодня уже вывезено порядка 1800 человек. Только в минувший четверг из Якутии вылетели 4 спецрейса, организованных компанией «Стройтрансгаз». Те анализы, которые были проведены в конце апреля, в начале мая силами СОГАЗа на Чаиндинском месторождении и верифицированные сейчас уже, они показывают, что число людей с положительными анализами не в районе 6% от общего количества людей, то есть порядка 600 человек. Причем 90 с лишним процентов из них переносят эту болезнь абсолютно бессимптомно. То есть у них никаких симптомов ухудшения здоровья ни по одному из показателей нет. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что все там под контролем, никаких оснований для беспокойства о распространении этой болезни дальше нет. Предложения главы Якутии вошли в федеральный перечень мер борьбы с паводками и пожарами в регионах. Документ подписал Владимир Путин после совещания с членами правительства. Предложение СН Николаева заключалось в пересмотре методики распределения федеральных средств на тушение лесных пожаров. Он обратил внимание Владимира Путина на существующую диспропорцию в этом вопросе. В среднем по стране на эти цели выделяется по 199 рублей на 1 гектар. Красноярскому краю на эти цели выделяется 8 рублей, а Якутии и вовсе 6 рублей 90 копеек на гектар. При огромной территории и имеющихся ресурсах, несмотря на мужественные действия пожарных и МЧС, лесных пожаров много, сказал Николаев. Действующая методика финансирования была принята в 2006 году. Расчеты основывались на плотности населения и освоении лесов. Президент отметил, что необходимо привести методику в соответствие с реальными потребностями регионов. Я поднимал два вопроса. Первый о том, что сегодня средства по субсидии из федерального бюджета распределяются неравномерно. И Красноярский край, и Республика Саха-Якутия – самые лесоемкие, скажем так, лесистые регионы страны, которые в общей сумме у нас свыше 35% лесов всей страны, а получаем мы меньше всех на 1 гектар. Республика Саха-Якутия 6 рублей 90 копеек, Красноярский край 8 рублей. А в среднем по стране на 1 гектар приходится федеральной субсидии 199 рублей. И методика, сделана еще в 2006 году, она устарела. Жизнь идет вперед, показывает, что все-таки нельзя привязываться только к численности населения, надо смотреть и все-таки по объемам лесов. Президент дал поручение этот вопрос рассмотреть и рассмотреть также вопрос по выделению бесплатного питания и бесплатного снабжения питьевой водой тех людей, которые непосредственно заняты на тушении пожаров, именно из федерального бюджета.
Профилактические рейды пройдут на территории Якутии с 9 по 11 мая. Первый зампред правительства Алексей Колодезников провел заседание комиссии по ЧС. Он отметил, что на практике лесные пожары в начале мая происходят именно по вине людей. И так как впереди праздничные выходные, Колодезников поручил с 9 по 11 мая организовать в районах профилактические рейды по пожарной безопасности. Также главам муниципалитетов рекомендовано усилить разъяснительную информационную работу через WhatsApp, телевидение, радио, в том числе предостеречь охотников, чтобы они не рисковали своей жизнью во время ледохода и паводка. Кроме того, на заседании заслушали информацию о готовности некоторых районов к половодью. Колодезников поручил еще раз проверить связь, систему оповещения населения и обеспечить населенные пункты дезинфицирующими средствами, питьевой водой, запасами продуктов, а также привести в готовность пункты временного размещения и места отгона для скота. А теперь информация по ледоходу в Якутии. На реке Лени нижняя кромка наблюдается у населенного пункта Исит Хангаласского района. До города Покровска остается 232, до Якутска 320 километров. Подвижки льда в районе столицы региона ожидаются завтра, 9 мая. Уровень воды в районе Исита составляет менее 1,5 метра при критической отметке в 2 метра. По другим водоемам на реке Алдан нижняя кромка наблюдается в 30 километрах ниже населенного пункта Хатыстыр Алданского района. Уровень воды составляет чуть менее 5 метров при 8 критических. На реке Амга нижняя кромка ледохода наблюдается у населенного пункта Абага Амгинского района. За сутки он продвинулся на 20 километров, уровень воды ниже рейки. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 километрах ниже населенного пункта Нюрба Нюрбинского района. Уровень воды там 7 метров 24 сантиметра при критических 12,5 метре. Вскрытие реки на участке Верхневилюйск-Вилюйск ожидается 8-10 мая. Знамя Победы водрузили сегодня на площади Победы в Якутске. Его над городом поднял военный комиссар республики Демир Ол-Артына. В связи с пандемией массового и торжественного мероприятия не состоялось. Напомню, республиканская эстафета «Знамя Победы» стартовала в прошлом году из столицы. Первым символ передали к Горному району. Далее знамя в течение года побывало на всех территориях региона. В каждом пункте пребывания символа проходили военно-патриотические мероприятия, встречи молодежи с ветеранами войны и тыла, классные часы в школах, концерты и акции. Сегодня мы водрузили Знамя Победы, несмотря на пандемию. Но главой республики Саха-Якутия Асеном Сергеевичем Николаем было принято решение водрузить, чтобы то не было Знамя Победы. Долг сегодня исполнили. К 9 мая, Дню Победы, в городах нашей страны проходят мини-концерты для ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Мероприятия состоятся во дворах, где они проживают. В Якутске акция «Поем двором» пройдет 8 и 9 мая для 43 ветеранов, участников Великой Отечественной войны по 39 адресам. Начало положено сегодня в 12:00. На день запланированы мини-концерты в 21 дворе, а также завтра, 9 мая, в 18 дворах. Мероприятия будут сняты на видео и опубликованы в социальных сетях под хэштегами «Поем двором», «Поем двором Якутия», «75 лет Победы», «Этот день Победы» и «Мы вместе». А накануне россияне впервые приняли участие в акции «Свеча памяти» дистанционно. Напомню, вчера ровно в 21:00 по якутскому времени в память жертв Великой Отечественной войны по всей Якутии в окнах и на балконах домов люди зажгли свечи памяти. Каждый в этот день мог присоединиться к акции, установив на окне своего дома свечу или включив фонарик, лампу или подсветку на своих телефонах и разместив рядом изображение родственника, участника Великой Отечественной войны. Якутяне могут выложить фотографии или видео своего участия в акции в социальных сетях с хэштегом «Свеча памяти Якутска-2020». Подарки от имени главы Якутии в эти дни получают и ветераны-якутяне, живущие сейчас в Москве. Это люди, которые внесли огромный вклад в развитие нашего региона. В праздничные наборы входят медали и сувениры в честь 75-летия Великой Победы. Всего в столице страны 47 адресов, 3 из которых ветераны Великой Отечественной войны.
Ежегодно они встречались на 9 мая в постоянном представительстве республики при президенте России, но эпидемия коронавируса не дает возможности провести в этом году традиционные офлайн мероприятия. Доставку поздравлений осуществляют волонтеры. Когда переходят ветераны, очень радуются, очень благодарственные, передают теплые слова, передают нашему главу Ильдархану Василию Николаеву, представительству Якутии в Москве, ну и нам же, конечно, волонтерам. Между тем, жительница Санкт-Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнеева, собрала для российских врачей почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. На это ее вдохновил британский ветеран Том Мур. Артем Сторонов с подробностями. В прошлом месяце капитан британской армии в отставке и ветеран Второй мировой войны Том Мур, которому на тот момент было 99 лет, предпринял благотворительный марафон и сумел собрать в пользу Национальной службы здравоохранения свыше 30 миллионов фунтов стерлингов. В конце апреля об этом узнала жительница Санкт-Петербурга, ветеран Великой Отечественной войны, 98-летняя Зинаида Корнева. Она решила записать видеообращение к британцу. Здравствуйте, Том. Я узнала вашу историю. Вы сильный человек и настоящий солдат. Мы вместе с вами победили в 45-м фашизм. А сейчас вместе боремся с этим вирусом. Вы, британцы, молодцы, что так поддерживаете своих врачей. Зинаида решила последовать примеру своего британского коллеги и объявила о своем сборе средств в пользу медработников. Однако, в отличие от Тома, она уже давно не выходит из дома, и поэтому вариант с марафоном для нее не подошел. Вместо этого она решила каждый день до 9 мая записывать видео с ее рассказами о войне. Вы не представляете, как тяжело было жить без воды. В пищевом мешке консервы, сухари, а мы не можем есть, потому что все высохло во рту и в горле. Сбор средств по инициативе Корневой идет на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов-пенсионеров войны и труда. По состоянию на четверг, 7 мая, сумма пожертвований составила почти 2 миллиона 400 тысяч рублей. Деньги пойдут на помощь врачам, пострадавшим от COVID-19. К другим новостям. В Ленском районе в селе Бичинча и Ортунахара запустили новые молокоприемники. Их изготовило ленское предприятие «Арман». В цехе по производству сэндвич-панелей построили 2 модульных пункта, соответствующих всем стандартам пищевой промышленности. И что примечательно, по более низкой цене, чем предлагали производители из других регионов России. Экономия составила 1,5 миллиона рублей. Молокоприемные пункты могут принимать от 800 до 1000 литров молока в сутки. Обслуживать их будет персонал общества «Батамайское». Скажем, блоки сами готовы. Сейчас в мае месяце уже контракты с поставщиками внутреннего оборудования заключены. До конца мая оборудование придет, мы их, в принципе, установим, потом уже отвезем, отдадим уже непосредственно в цехах, скажем, установим в Ортунахаре, Бичинча. Потому что там молокоприемники страшные, там они находятся практически в сараях, качество приема никакое. Ну а здесь современно, видите, адекватное, хорошее здание. Ну, в будущем, если отработаем, посмотрим, и во всех поселениях мы также изготовим на базе Армана молокоприемник, который будет без этого, ну, сущие копейки, на самом деле. На этом пока все новости. До встречи в следующем часе.